В заседании приняли участие члены комиссии, представители правоохранительных органов и учебных заведений. На этот раз обсуждались результаты мониторинга наркоситуации в городе, а также вопросы межведомственного взаимодействия в наращивании антинаркотической и профилактической деятельности. Участники заседания отчитались о проделанной работе. В программе выделено два направления работы. Наглядная агитация – это выпуск плакатов, баннеров, буклетов, пропагандирующих здоровый образ жизни, рассказывающим о вреде наркомании и ее последствиях. Второе направление – организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде. В этом направлении предусматривается проведение концертов, организация конкурсов, плакатов, рисунков, широкомасштабных акций как для молодежи, так и для взрослого населения. Стоит отметить, что все эти меры профилактики необходимо наращивать и в дальнейшем. Особого внимания требует молодежь, которая наиболее подвержена пагубному влиянию. По сведениям специалистов и результатам социологических исследований, неуклонное снижение возраста при общении к наркотикам становится тенденцией. Нередко первые знакомства происходят уже в 11-12-летнем возрасте. Этому способствуют разные факторы, в том числе и рост преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ. Во время летних каникул дети в основном предоставлены сами себе, поэтому сегодня необходимо усилить работу с ними, проводить профилактические меры, занять их полезным и увлекательным делом. В этом плане эффективна деятельность загородных лагерей, центров дневного пребывания при школах. Совсем скоро откроется заезд в лагерь «Юный спецназовец», а тех, кто остается в городе, ждут праздники двора. Луиза Мустафина, Игорь Хамитова, Азамат Галин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.